Всем доброго утра, хорошего настроения. Начинаем еще один замечательный рабочий день. С вами Вероника Тамтосова и «Утро Якутии» на Якутии 24 НВК Саха. Напоминаем, что мы всегда рядышком и близко. Все последние новости, если вдруг пропустили и бежали на работу, можно узнать в нашем телеграм-канале и в группе в Максе. Так что пишите, делитесь и вашими новостями, и вашим хорошим настроением. Ну и как всегда, собираясь на работу, конечно, нужно немножко узнать про погоду, что же у нас за окном. В центральных районах сегодня 11-17 выше 0, в Заречной группе 11-17 со знаком плюс. В южных плюс 10, плюс 13. В Вилюйской группе 12-19 градусов тепла. В Нижнеленских плюс 9, плюс 14. В западных 12-19 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 4, плюс 13. В Янских плюс 7, плюс 12. На северо-западе 4-19 выше 0. В Якутске в 6 часов утра температура составила 8 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем облачно, с прояснениями. Температура днем в Якутске плюс 15, плюс 17 градусов. Ну, вот такая у нас замечательная погода. Уже прям веет осенью, но, говорят, на выходных потеплеет. Будем наблюдать и делиться с вами последними новостями. Ну, а прямо сейчас в прямом смысле последние новости. Вот так врываемся в новый день. Доброе утро, коллеги и зрители! Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Более 5000 жителей Якутии получили социальную помощь на дому в первом полугодии. Социальные работники помогают тысячам пожилых жителей Якутии сохранить привычный образ жизни благодаря системе социального обслуживания на дому. В первом полугодии 2026 года такую поддержку получили 5287 человек, в том числе 2518 граждан с инвалидностью. Среди получателей помощи 6 жителей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 289 тружеников тыла Великой Отечественной войны. Социальные работники помогают с приготовлением пищи, уборкой, приобретением продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг и решением других бытовых вопросов. Прием заявлений на получение ежегодной семейной налоговой выплаты за 2025 год продолжается в Якутии. Подать документы можно до 1 октября текущего года. Право на выплату имеют родители, воспитывающие 2 и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается по очной форме. Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, родитель должен иметь доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц. Имущество семьи должно соответствовать установленным требованиям, а задолженность по алиментам отсутствовать. Служба эксплуатации городского хозяйства города Нюрба на данный момент проводит чистку центральной улицы имени Степана Васильева. Используются 3 единицы специальной техники и 5 рабочих. Также в конце этого месяца запланированы ямочные работы. Напомним, что всего в городе действует 113 улиц и перекрестков с протяженностью 63 километра. Из них 20 километров дорог имеют асфальтирование, которое ежегодно требует содержания. В Якутии открылась спортивно-патриотическая смена движения первых «Энергетика лета», организованная в рамках проекта «Выбор сильных». Ее участниками стали 120 лучших юных борцов из 12 районов республики. В открытии приняли участие легенда спорта Петр Юмшанов и руководство регионального отделения движения первых. Смена направлена на подготовку лидеров юношеской сборной и укрепление патриотического духа будущих чемпионов. Мы, конечно же, рады, что этот проект идет у нас очень хорошо, потому что поддерживается выбор сильных, программа «Выбор сильных», да, где у нас руководителем является Александр Карелин и руководителем у нас в республике является Петр Юмшанов. Поэтому благодаря этим людям у нас сегодня вот ребята собрались. В
В Якутске открылась уникальная выставка фоторабот российской медиахудожницы Веры Линник, созданная совместно со школьниками со всей республики. Экспозиция стала итогом арт-лаборатории «Свет Якутии», которую художница провела для воспитанников лагеря «Сосновый Бор». В своих работах участники объединили современное светоискусство, художественную фотографию и мотивы якутской культуры, запечатлев яркие и самобытные образы. Познакомиться с экспозицией жители и гости Якутска смогут в Национальном художественном музее в течение месяца. Якутия вообще это очень интересное место с точки зрения света. Я мечтала сюда попасть, потому что здесь у вас есть и северное сияние, и световые столбы, и гало, и мерцание льда. И это все очень интересный контекст. И когда создавались эти работы, дети рассказывали мне световые ассоциации, которые они видят с самого детства. И, конечно, благодаря их чувствованию этих световых образов у нас получились такие абсолютно не похожие ни на что работы. Такими были актуальные новости к этому часу. Встретимся в эфире. От последних новостей давайте погрузимся в вехи истории. Круговорот истории в эфире. Рубрика «Даты и события». Сегодня 5 августа, день, который подарил миру целую плеяду выдающихся личностей и заполнился громкими историческими вехами. Какими, узнаем прямо сейчас. На календаре 5 августа. Сегодня Международный день светофора. По народному календарю отмечают память святых Трофима и Феофила. На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли калинники-малинники. Этот день в истории. В 1772 году в этот день состоялся первый раздел Польши. В 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В 1966 году, 5 августа, вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Револьвер» группы «Битлз». В 1967 году вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd. В 1975 году в Советском Союзе вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут, а в 1996 году в России установлены официальные символы президентской власти. В этот день родились Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист. Ги де Мопассан, французский писатель. Наум Габо, русский американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства. Вера Холодная, русская актриса немого кино. Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник. В этот день также родился Артем Микоян, советский авиаконструктор, академик. Именины сегодня отмечают Анна, Андрей, Виталий, Михаил, Трофим и Федор. Ну что, будильник прозвенел, кофе уже готов, но чего-то не хватает. Правильно, энергии. Выходите из-за столов, отодвигайте стулья, кладите телефоны и повторяйте за нами всего 5 минут, и вы забудете про сон. Плечи расправятся, а настроение взлетит до небес. Наша рубрика «Утренняя зарядка» заряжает батарейки на весь день. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Винокуров Гаврил, и мы будем делать зарядку, а именно утреннюю зарядку для продуктивного и заряженного дня. Поехали! Наше первое упражнение это будет шаги на месте. Будем руками делать вдох и выдох. Упражнения максимально все легкие. Все вместе со мной повторяем. Итак, поехали. Раз. Вдох. Носом. Выдох. Обязательно дышим. Если мы не дышим, идет кислородное голодание. Головокружение, поднимается давление. Вдох и выдох. Давайте еще раз 5 раз. Раз. 2. Когда поднимаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 2 раза. Вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы. Далее наше второе упражнение это будет приседание, да? То есть вся наша сила начинается с ног. Ноги поставили шире плеч, носки, колени смотрят в сторону на 45 градусов, грудь вперед, руки отводим вперед и таз отводим назад. Присели, встали, присели, встали. Колени не уходят за носки,
Упираемся на пятки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Давайте еще раз. 5 раз. Раз. Выдох. Выдох. 3, 4, 5. Супер. Расслабляем ноги, трясем. Давайте. Сделали вдох и выдох. Молодцы. Наше третье упражнение – это выпады на месте. Мы должны сделать шаг назад. Передняя нога 90 градусов и встаем. То есть мы будем зашагивать назад. Поехали. Вдох, выдох. Поочередно. Правая нога, левая нога. Правая нога, левая нога. Все вместе, никто не отстает. Кому сложно, просто мы можем делать шаг назад. Самое главное – это движение. Прокачиваем наши ноги. У нас прокачиваются ягодичные мышцы, бицепс бедра, квадрицепсы. Супер. И давайте. Раз, два и последний раз. Выдох. Молодцы. Все вместе сделали вдох и выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Если у вас есть фитнес-часы, мы обязательно должны смотреть на пульс, да? То есть мы пульс должны держать на зоне жиросжигания. Мы не должны слишком поднимать. Верхняя зона – это 160. Так, далее. Наше четвертое упражнение – это у нас скалолаз. Упор лежа, руки прямые, правую ногу мы сгибаем, отходим назад и левую ногу сгибаем. Приготовились? 3, 2, 1, поехали. Все это делаем в прыжке. Кому сложно, также мы делаем это шагово. Главное, не отстаем. И давайте 10 повторений, поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть. Также восстанавливаемся. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Есть. И наше заключительное упражнение, которое прокачивает, грубо говоря, все группы мышц. Это руки, ноги, грудные, и особенно пресс. Это у нас планка. Планка на прямых руках. Таз мы не поднимаем, не отпускаем, держим ровно. И поехали. Давайте. 10 секунд. Держим. Напрягаем пресс. Напрягаем ручки, ноги полностью. И держим статику. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Прогнулись. Растягиваем пресс и удерживаем 5 секунд. Раз, два, 3, 4, 5. Так. Таз отводим назад. Упражнение молитва. Растягиваем спину, плечи. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Встаем. Также шагаем на месте. Все вместе сделали вдох и выдох. И еще раз. Вдох и выдох. И последний. Вдох и выдох. Молодцы. Самое главное для нас – это наше здоровье. Питайтесь правильно, тренируйтесь. Всем до свидания, до скорой встречи. Пока. Ну, это же август, скоро совсем прозвенит первый звонок, и для тысяч семей начнется горячая пора сбора в школу. Чтобы поддержать многодетных родителей, в республике действует ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной одежды. Сегодня мы разберем все тонкости. Об этом вам расскажет специалист регионального центра телефонного обслуживания Центра «Мои документы» Наталья Петрова. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Ну, очень здорово, что такая выплата есть. На кого именно из детей мы можем получить эту выплату? Действительно ли положено только на школьников и есть ли исключения для студентов? Данная выплата полагается гражданам Российской Федерации, имеющих 3 и более детей, проживающих на территории республики. Выплата назначается для детей до 18 лет, обучающихся в школе, техникум, колледж, который получает среднее профессиональное образование. Размер выплаты составляет 4806 рублей.
На каждого ребенка? На Или каждого, всего? На на каждого. каждого. Ну, неплохо. Сейчас многие привыкли оформлять документы онлайн. Расскажите, пожалуйста, где именно можно подать заявление на данную выплату, есть ли возможность сделать это через государственные услуги? Мгм. Электронно можно подать на эту услугу заявление через единый портал госуслуг, бумажно через МФЦ НАС, и также можно проконсультироваться через мессенджер Макс, чат-бот Макс и портал mfc-saha.ru. Также можно проконсультироваться через региональный центр телефонного обслуживания. Ну, то есть по можно вам пакету позвонить и все Да. спросить. Ну, тут очень удобно. Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума. Ну, вроде бы все понятно, но как его рассчитать? Мгм. Так, здесь доходы учитываются за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи. И мы запрашиваем по межведомственным каналам сведения о доходах. Если, например, родители работают в силовых ведомствах, военнослужащие, то им нужно будет предоставить справку о доходах с работы самостоятельно. Также по самозанятым они предоставляют справку о доходах с приложением «Мой налог». Индивидуальные предприниматели, если у них на патенте или упрощенная система налогообложения, то предоставляют книгу учета доходов и расходов. Также, если родитель является юридическим лицом, то есть ООО, да, учредитель ООО, то и не работает по трудовому договору, то его основной доход — это дивиденды. Если по дивидендам доходов нету, то он предоставляет простую справку с бухгалтерии в простой форме. Ну, то есть все это можно у вас уточнить и в Да, какой форме предоставить. Мгм. Ну, в основном, получается, если вы в бюджетных сферах работаете, то в основном можете... Запрашивается, да. Тогда мы ничего не предоставляем. Да. Ну, межведомственно. все вроде понятно. Говорят, что подать документы можно в любом месяце, но справки из школы должны быть актуальными. А вот, например, ребенок закончил там 8 класс, я взяла справку, а подавать я планирую только вот в августе. Будет ли эта справка правильной или мне лучше сходить и получить новую? Мгм. Срок действия справки 30 календарных дней. И есть ограничения по возрасту. Детям до 16 лет нужно будет предоставить справку, можно предоставить справку, извините, датированную до 1 сентября. А детям с 16 лет справка должна быть датирована с 1 сентября. Главное, должен быть указан актуальный учебный год. Мгм. Ну, получается, чтобы подтвердить, что либо это студент, либо это Да, школьник. мгм. Мгм. В заявлении указано, выплата положена только матери. Если заявление подает отец, нужно свидетельство о смерти матери или лишение прав, и распространяется ли это право на отцов-одиночек? Да, в основном подают заявление матеря, но если вдруг решит отец подать, то он может подать только в 2 случаях: при смерти матери, либо лишении ее родительских прав. А опекунам данная выплата не назначается, так как они и так получают опекунские выплаты, в том числе, которые назначаются для приобретения одежды для детей. То есть данные выплаты не суммируются. Мгм. Назовите, пожалуйста, 3 основных причины отказа в предоставлении данной выплаты. Первая причина — это превышение среднедушевого дохода над прожиточным минимумом. Родители забывают учитывать доходы второго родителя, там проценты по вкладам, алименты. Вторая причина — это когда дети прописаны отдельно от родителя, то есть который подает на заявление, да, по этой услуге. То есть дети должны быть прописаны совместно с родителем, который подает на эту услугу. Если они прописаны со вторым родителем, то нужно будет предоставить документы второго родителя, такие как свидетельство о заключении брака, либо если было установление отцовства. Мгм. Ну, вроде все понятно и просто. Какие вы советы дадите, когда лучше подавать документы, как их правильно сформировать и какие вопросы лучше уточнить? Так, я еще хотела сказать третью причину, можно скажу? Конечно. Ага, третья причина — это еще неправильно оформленные справки в основном бывают со школы, то есть неправильно оформленные справки предоставляют и просроченные. Хотела бы порекомендовать, чтобы актуальные справки предоставляли, потому что по всем справкам 30 календарных дней. Мгм. А вот неправильной формы это что? То есть со школы вот сами сотрудники, иногда форма бывает не такая, какая должна быть по регламенту, не подходит. А где-то посмотреть возможно, чтобы с образцом прийти? Так, насчет образцов не подскажу. Ну, можно у вас, сожалению. наверное, Да. уточнить. Мгм.
Все, хорошо, спасибо большое. Ну, тогда, правда, надо обновить все справки, если планируете подавать. С 1 сентября подойти, соответственно, наверное, в канцелярию школы и запросить о том, что ребенок учится. Спасибо большое за подробную информацию. И напомните, куда обращаться по телефонному обслуживанию нашим зрителям. Номер сказать? Да. 8 800 122 16. Звонок бесплатный. Спасибо большое. До новых встреч. Обязательно к вам еще обратимся. Дорогие друзья, всегда можете обратиться в Центр «Мои документы», как сказали уже, по телефону, можно через чат-бот и узнать последнюю информацию, в том числе уточнить, какой формы должны быть документы. Ну а прямо сейчас отправляемся в прогулку по городу Якутску. Город — это не просто здание и проспекты, это живой организм и его кровеносные сосуды, конечно, наши красивые улицы. Сегодня мы пройдемся по одной из них, какой след оставили времена на ее мостовой, смотрим наши постоянные рубрики. Здравствуйте! Сегодня мы на улице, которая носит имя великого ученого. Это улица Ломоносова. Еще в 1915 году городская дума назвала ее Ломоносовской в честь Михаила Васильевича Ломоносова. Это первый русский ученый мирового уровня, поэт и просветитель. Он основал Московский университет, открыл закон сохранения энергии и мечтал, чтобы наука служила людям. И сегодня на улице его имени эта мечта продолжает жить. У этой улицы довольно интересная история. Я посещала кружки в Центре детского творчества, а наш директор провел на ней свое детство. Мы сейчас находимся на том самом месте, где в моем детстве проходила улица Ломоносова. Мы жили вот буквально вот на этом месте. Здесь находился наш дом. Дома были постройки так годов 60-х, 50-х, поэтому такое было как бы древнерусское зодчество. Было очень приятно сегодня вспомнить о том, что вот буквально вот на этом месте стоял наш дом. Как раз из окна было видно данную гостиницу, она тогда называлась гостиница «Якутск». И ресторан тоже имел такое же название – ресторан «Якутск». Соответственно, вот завод рембыттехники, он находится также на своем месте, адрес у него Ломоносов 45. Наш дом находился напротив, и у него адрес был Ломоносова 88. Посмотрите вокруг. Один из домов украшает яркий мурал, традиционный якутский лоскутный ковер в технике кабытык-киги. Эскиз выбирали сами жители. А совсем рядом расположился сквер с трогательным названием «Обнаженные сердца». Эту площадку открыла Наталья Водянова еще в 2012 году, а сегодня ее обновляют для новых поколений ребят. Улица Ломоносова – это место, где наука встречается с искусством, а великое прошлое – с шумным и радостным настоящим. Рубрику подготовила киностудия ЕГЛ. Прекрасная улица, замечательный рассказ. Теперь мы знаем немножко больше о нашем городе. Но давайте отправимся в путешествие и подумаем, что же нас ждет там. Красивые виды, чистый воздух и соседство с хозяином тайги. С каждым годом поток туристов в заповедные места растет, а вместе с ним и риск неожиданных встреч с дикими животными. Как сделать так, чтобы отдых не превратился в экстрим? В нашем сюжете о новейших системах отпугивания и главных правилах поведения на туристических маршрутах. Тукулан Кысыл-Аляссин – одна из самых посещаемых туристических локаций на территории нацпарка Ленские столбы. С одной стороны песчаный бархан омывает река Лена, с другой подступает глухая тайга, где обитают дикие звери, в том числе и бурые медведи. На сегодняшний день на территории Тукулан Кысыл-Аляссин случаев нападения на медведя на туристов не было, но все же ежегодно визуально замечены их следы пребывания. К тому же установлены фотоловушки по периметру, тоже фиксируют их
Чтобы обезопасить посетителей, в парке запустили проект по предотвращению конфликтов между человеком и бурым медведем, автором которого является индивидуальный предприниматель Анатолий Попов. Проект поддержан президентским фондом природы. Суть проста. Самые посещаемые туристические места огораживают электропастухом, специальной изгородью, по которой пущен ток напряжением 12 вольт. К примеру, медведь вот с этой стороны, со стороны тайги, таежной части вот подходит и, соприкасаясь вот с этими проводами, получает ток, и который создает неприятные ощущения медведю. Этот ток не вредит животному. Первую такую изгородь протяженностью 2,5 километра натянули со стороны леса вокруг Тукулана Кысыл-Алясин. Сам прибор электропастуха вот снизу. Здесь можно регулировать напряжение, подключен к аккумулятору. Аккумулятор обычный автомобильный. И чтобы этот аккумулятор работал долго автономно, подключена солнечная батарея. И вот это в течение сезона, весна, лето, осень, этот электропастух должен непрерывно работать. Ток не убьет, но удар будет чувствительным, причем не только для зверя, но и для человека. Особую опасность электросеть представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому по всему периметру забора установлены предупреждающие знаки. Мы спросили у отдыхающих, как они относятся к таким мерам безопасности от диких животных. Я увидела таблички, стало даже как-то поспокойнее. В таких местах, где много зачастую еще и неопытных людей, которых привозят тургруппы, конечно, наверное, нужна такая безопасность, но мало ли чего. Да, я считаю, что такие меры, конечно, нужны. Нужны как и людям, туристам, да, чтобы спокойно себя чувствовать на природе, отдыхать, так и зверям, чтобы они тоже находились на своей территории, мы у них в гостях, как говорится, да? Сейчас электропастух монтирует вокруг местности Лабуджа, где непосредственно находятся ленские столбы. Позже защитные изгороди появятся вокруг инспекторских кордонов. Именно туда весной, сразу после выхода из спячки, чаще всего наведываются голодные хозяева тайги. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Ну, прекрасная прогулка по тайге – это чудесно. Но если вы далеко не выбираетесь из дома, то, конечно, создаете уют вокруг себя, например, на своем дачном участке. А какое лето без пышных цветочных шапок на балконах и клумбах. Петунии – королевы дачного настроения, но не у всех они получаются такими, как на картинке. То чахнут, то вытягиваются, то цветут мелкими соцветиями. Секрет есть, и мы его прямо сейчас вам расскажем. Готовимся к следующему сезону. Доброе утро, Республика! Сегодня в рубрике «Сад и огород» я расскажу о том, как я выращиваю вот такие красивые, шикарные петунии. Значит, этот сорт называется Tidal Wave из серии Hot Pink. Эту петунию я вырастила из семян с самого начала. Значит, что нужно для этого? Ну, семена, наверное, как садить, все знают, да? После того, как появились всходы, значит, как только появилось 3-4 настоящих листочка, мы пересаживаем в больший объем, то есть объем 0,5. Значит, во время того, как у нас развивается рассада, обязательно подкармливаем 1 раз в 10 дней кальциевой селитрой и монофосфат калия. Вот таким образом я выращиваю рассаду, и за время, значит, роста я пересаживаю 3 раза. То есть сначала в объем 0,5, потом в литровый объем, а потом уже я пересадила именно Tidal в объем 3 литра. Вот. После этого мы уже садим на постоянное место. Как только мы высаживаем на постоянное место, я обязательно в лунку насыпаю осмокот. И вот такая красота получается. Значит, во время цветения что я делаю? Во-первых, я ее формирую, то есть чтобы она не росла палками в разные стороны, я ее обязательно формирую, чтобы был вот такой вот шарик, да. Для петунии именно Tidal нужен большой объем грунта обязательно, но от 50 литров это точно. От 50 литров. Здесь вот у меня 100 литров. И здесь сидит у меня одно растение. Если проливные дожди, ее после дождей обязательно нужно чистить, чтобы она не была гнили серой. Вот так вот я вырастила вот такую вот красавицу петунию.
Цвести она начинает уже практически в начале июня. И будет цвести, я думаю, что если будет теплая погода, если будут теплые ночи, она будет и до середины сентября спокойно цвести. Этот сорт петунии называется Easy Wave Pink Passion. Этот сорт не требует такого большого объема, как Tidal, но, тем не менее, объем тоже должен быть где-то от 20 литров. Не требует абсолютно никакой формировки, то есть ее не надо ни прищипывать, ни обстригать, ничего. Она сама растет вот таким шариком. Питание тоже самое, осмокот добавляю. И во время того, как развивается рассада, также кальциевая селитра и монофосфат калия. И вот получается такая вот красота. Здесь объем, наверное, литров 40. Вот в 40 литрах она вот таким вот шариком тоже растет. Ну, лето нас радует изобилием фруктов и овощей на прилавках рынков и магазинов. Как правильно выбрать их? Чтобы не навредить своему здоровью, расскажут наши приморские коллеги, которые совершили журналистский рейд на местный рынок, чтобы узнать, какого качества продукция продается там. Сейчас сезон чего? Вот что хочется? Ягоды. Какой? Клубника, черешня, вот в основном персики. Какой главный критерий? Как выбираете клубнику? Чтобы вкусная была, не кислая. Вот сколько попробовали, все кислое. Владивостокские рынки утопают в цвете и запахе. Цены на ягоды, говорят, кусаются. За килограмм клубники просят от 550 до 800 рублей. Черешня от 700 рублей и выше. Ну, я смотрю, подорожала черешня буквально в начале недели. Ну, дня 3 назад, 4 я была, дешевле стоила. Сколько? Ну, по-моему, 600 или 650 я брала. Сейчас, наверное, кусаются все цены. Ну, вот сейчас я видела комментарии от бабушки, что картошка по 120 – это не норм. Почему в этом году цена выше, чем в прошлом? Ну вот видите ли, вот из-за этого дожди, бесконечные дожди, вот клубничка сократилась. Ее возят, она уже мокрая. Из-за этого она заканчивается, и из-за этого цена на нее не падает. Вот 550 самый минимум, 650, 750. Продавцы объясняют, цены берут не с потолка. Из-за дождей урожай подвел, а завозная ягода с наценкой за логистику. Но покупателей волнует не только цена, но и вопрос, насколько безопасны эти фрукты. На рынках часто используют портативные анализаторы. Ну, проверьте на азербайджанскую. Давайте, азербайджанская. Да, азербайджанская черешня. Говорят, вкусная азербайджанская черешня. Так, проверяем. 50 миллиграмм на 1 килограмм считается нормой. Проверку пройдено, нитратов нет. Экспресс-анализатор не дает точный показатель, но тем не менее с сезонными овощами и фруктами он показывает норму. А что касается привезенных из-за рубежа арбузов и дынь, то там показатель в разы выше. Когда они привезли, они не очень спели было. А уже на дорогу они же гниют, поэтому нормально это удобрение добавляют. Эксперты признают, подобные нитратометры не дают точного ответа, и результаты исследований не принимаются во внимание, поскольку это не аккредитованные способы измерения нитратов в продукции. Настоящую картину покажет только лаборатория. Но эксперты уверяют, можно быть спокойными, ведь прилавки заполняют продукты, прошедшие проверку. Россельхознадзор проверяет фрукты и овощи на стадии ввоза в страну. Это карантинный контроль. Здесь смотрят, нет ли в продукции опасных вредителей, грибков, вирусов. Управлением Россельхознадзора осуществляется государственный карантинный фитосанитарный надзор. В этом году на сегодняшний день проверено более 260 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции. Из них более 102 тысяч тонн – это овощи, более 72 тысяч тонн – это фрукты и около 50 тысяч тонн картофеля. А Роспотребнадзор вступает в дело уже в торговых точках. Проверяет, безопасно ли то, что покупают потребители. Это нитраты, пестициды, санитарные условия и упаковка. Необходимо отметить, что за последние 3 года управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю бахчевые культуры, не соответствующие обязательным требованиям по содержанию нитратов, на потребительском рынке не выявлялось, не обнаруживалось. А дома Роспотребнадзор советует замачивать овощи и фрукты в холодной воде минимум на 30 минут. Это помогает снизить содержание нитратов. Но на прилавке фрукты и овощи попадают только после качественной проверки. А те, кто все еще сомневаются, могут сдать свой продукт в Центр гигиены и эпидемиологии.
Дорогие друзья, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что вас не слышат или что голос звучит неуверенно, когда нужно сказать что-то важное? Мы решили сегодня с этим разобраться и помочь исправить. В гостях у нас тренер по речи Анна Яковлева. Поговорим о том, как сделать голос сильнее, слова точнее, а выступление увереннее. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, это правда очень актуально в современной действительности. Почему мы часто судим о человеке уже по нескольким фразам? Что наша речь выдает нам мгновенно о человеке? Но вот вы заходите, и вы думаете, что сразу люди считывают только вашу речь. На самом деле люди считывают ваш образ. Это невербалика, паравербалика и только потом слова. То есть, когда мы заходим, прямая спина, улыбка, не обязательно до ушей, и взгляд, да, контакт глазами очень важен. Жесты, и тогда вы производите впечатление уверенного человека. Даже если вы ничего не знаете, вот один только образ, народ такой: как это классно! Ну, другое дело, представьте, человек заходит, плечи приподняты, взгляд в пол, и стоит такой, перемежается. Ну, и мы понимаем, что с этим человеком мы точно работать не хотим. То есть уверенность создается через образ. Дальше идет голос, сильный и влиятельный, и интонация выдает уверенность или неуверенность. И дальше идет представление о человеке. Вот, например, я вас слушаю внимательно, потом отвечаю. А очень часто человек не дослушивает, да, и перебивает. Это говорит о его уровне мышления. Вот о речи мы смотрим на 3 компонента. Как вы считаете, помогает ли в карьере именно уверенная речь, если прямая связь между тем, как мы говорим, и тем, как нас воспринимают на работе? Именно вот в рабочей какой-то диалогах, в рабочих ответах? Ну, смотрите, связь, она прямая. Вот у меня очень много историй, когда человек работает, он профессионал своего дела, но он не может объяснить, он не может отстоять свою позицию, или он фонтанирует идеями, но он их не может преподнести. Эти идеи воруют, и за эти идеи другие люди получают деньги. Они идут по карьерной лестнице. Ко мне недавно пришла женщина, 2 подруги должны были на руководящий пост поставить ее. Но она не может себя позиционировать, презентовать. И как вы думаете, кого выбрали из 2? Молчунью, которая не говорит, которая слушает и выполняет, или человека, который презентует, который отстаивает свою позицию, может обучать? Конечно же, вторую. И вот сейчас она пришла ко мне, мы с ней занимаемся уже 2-й месяц, и есть хороший результат. То есть речь — это навык, который нужно практиковать, и будет результат. Вы покажете о себе, вас узнают другие люди, и ваша жизнь изменится на 180 градусов. Как добиться, вот, чтобы человеку, у которого нет уверенности в себе, замкнутость, да, невозможность выразить своими словами, изменился? То есть что для этого нужно сделать, помимо большого желания? Надо начинать. Первое, нужно узнать причину, что со мной не так. Ведь очень часто люди думают: у меня проблемы с дикцией, я не выговариваю звуки. Ко мне приходят люди, говорят: у меня проблемы с дикцией. И мы выясняем, что на самом деле у него проблема не с дикцией, а у него проблема со страхом оценки. Многие боятся говорить, потому что они думают: сейчас я скажу что-нибудь не то, и люди засмеятся. Люди начнут обо мне что-то говорить, сплетничать, им это не нравится. И они молчат. Лучше я промолчу, за умного сойду. И вот недавно один руководитель, которого только назначили, ему было трудно с людьми договариваться, людей направлять. Он пришел ко мне, мы структурировали его речь, мы убрали вот этот страх оценки, у него появился внутренний стержень, и сейчас он очень прекрасно справляется со своими обязанностями. Вот бывает такое, что люди сказали, человек сказал одно, а его поняли совершенно по-другому. В чем здесь ошибка? В словах, в интонации или в подаче, может быть, материала? Ну, здесь нельзя выбирать слова или интонация. Вот смотрите, очень часто сейчас люди общаются через мессенджеры, и они пишут сообщения. Но ведь сообщения мы можем понять по-другому. Например, жена пишет мужу: ты сегодня придешь пораньше? И она-то думает, что она пишет ему мягко, а муж не видит эту интонацию, он ее не слышит. И он думает, что она на него наезжает. Поэтому я рекомендую своим клиентам записывать себя или отправлять кружочки. Интонация и слова соединяются вместе и дают тот смысл, который мы не можем исказить. И если она отправит ему: любимый, ты сегодня
не задержишься, ты придешь вовремя, он услышит ее голос, и он поймет, что интонация другая, и нет вот этого наезда, и не будет конфликта на пустом месте. Поэтому здесь мы сразу берем в оборот и интонацию, и слова. А как писать тогда так, чтобы было понятно? Ну, прям нужно писать. Ну, к сожалению, в основном да, потому что сейчас люди некоторые принципиально не хотят записывать голосовые или, допустим, говорят, что это, ну, вообще в деловом обороте считается не очень культурным отправить им голосовые сообщения. Получается, что начальник постоянно наезжает. Но есть такой момент. Иногда мы читаем сообщение, и нам прям кажется, что это наезд. Отправьте тогда смайлик. Смайлик, он смягчает. Ну то есть пишем и отправляем смайлики. Да. Уже что-то. Ну, в моем случае вообще лучше позвонить. Живое общение, оно гораздо лучше, оно Это да. эффективнее. Вот с чего начать человеку, который хочет говорить лучше, но не знает, за что взяться? Если он это делает самостоятельно, к сожалению, может быть, нет времени, нет возможности. Вот он себя записал, например, на телефон, понял, что что-то не так, и что делает дальше? Что он делает дальше? Вот здесь я бы порекомендовала обычное простое упражнение. Вот у вас день прошел, не просто себя записать на телефон, а вы записываете себя на телефон на 1 минуту, и вы говорите, как прошел ваш день. Дальше вы себя смотрите. Ведь самое простое не записать сложное, а самое сложное посмотреть, потому что люди не могут посмотреть себя и ответить на 3 вопроса. Понятно ли я говорю? Уверена ли я говорю? И хочется ли со мной дальше общаться? И мы, когда отвечаем на эти 3 вопроса, мы понимаем, над чем работать. Если понятно ли я говорю, значит, у меня есть структура. Уверен ли я, значит, создается уверенный образ человека. И хочется ли меня слушать дальше, да, это уже о том, будет ли со мной люди дальше выстраивать общение. И нравлюсь ли я сам себе, да, это внутренняя оценка такая. А вот как быть, если в основном все говорят, фу, какой ужас, я себе не нравлюсь? Но в основном же все, большинство не любят слушать свой голос, даже если это достаточно профессиональные люди, говорят, что все понимаю, но слушать не люблю. Вот в этой ситуации как вообще, чтобы добиться того, чтобы себе нравиться? Вот с психологической точки зрения ни один нормальный человек себе не нравится, потому что как мы говорим, да, совершенно разное мы себя воспринимаем. Поэтому записывая себя, смотря себя, мы себя принимаем. Поэтому самый первый шаг на пути к себе – это принять себя таким, каким ты есть. Вы посмотрели себя, и вы говорите, какая я классная. Обязательно нужно себя похвалить, найти, за что похвалить. Вот, например, вы сидите, у вас красивый образ, вы улыбаетесь, Спасибо. У вас женственные жесты, вы говорите мягко. Это прям располагает к общению. И дальше можно сказать, а что мне можно улучшить? Ну, например, сейчас в студии нас 2, и голос, громкость нормальная. Но если бы было несколько человек, тогда бы можно было громкость чуть-чуть добавить. И если бы вы сейчас были не в образе феи ведущей, да, а в образе руководителя, то жесты у вас были не плавные, женственные, а жесты, возможно, были рубленые, да, или указывающие, или описывающие, но они были конкретно под определенную цель. То есть в зависимости от того, каким вы себя видите, вы себя первый шаг принимаете, вы себя благодарите, вы себя прощаете за все свои грехи и начинаете путь к своей уверенной, четкой и конкретной речи. И, конечно же, к счастливой жизни. То есть, получается, мы меняем все-таки образ от ситуации, значит, мы должны в жизни проработать несколько образов, если мы там занимаемся в разных сферах, в том числе и в домашней. Да. И как это сделать? Вот ваше любимое упражнение, которое вы советуете всем, кто еще не достиг определенного уровня успеха в упражнениях, с чего начать, вот какое базовое можно? Вот запись мы прошли, мы записали на телефон, посмотрели, что еще можно сделать где-то в рабочее, может быть, в рабочее время, не знаю. Чаще всего речь зависит от состояния человека. И если состояние на нуле, как вы можете говорить? Вы всегда будете говорить тихо, и вы будете говорить неуверенно. Поэтому мое любимое упражнение, нужно поработать над состоянием. Вот давайте вместе сейчас мы откинемся на спинку замечательного кресла, да? Мы закроем глаза и сделаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. И сейчас, когда мы будем 2 раз вдыхать и 2 раз выдыхать, представьте, что вы выдыхаете напряжение, стресс, какие-то нехорошие вещи. Вы все их выдыхаете, и вы от них избавляетесь. Делаем вдох и делаем выдох.
И последнее, мы уже делаем это со звуком. Делаем вдох, выдыхаем гадости, и можно такой открываем глаза. Стало легче? Кайфанули? Да. Вот. Существуют разные направления вот этой медитации. Может быть, исцеление цветом, избавление от каких-то вот вредных веществ. Но это очень классно помогает поднять состояние. Спасибо большое. К сожалению, времени на все не хватит, но даже вот маленькие упражнения, которые я сегодня услышала, я уверена, что они помогут нашим телезрителям с чего-то начать. Дорогие друзья, но есть темы, которые мы часто боимся касаться. Одна из них — это онкология, да, переходим вот к более серьезным вещам немножко, да. Но сегодня мы решили, страх уходит, когда у нас появляется знание во всем. И мы спешим с нашей постоянной рубрикой «Мой доктор» рассказать о том, как сохранить свое здоровье и как предупредить болезнь. Доброе утро! Рак – это группа заболеваний, при которых клетки организма начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль и повреждая окружающие ткани. Многие виды рака на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные скрининговые обследования критически важны для раннего выявления. Основные скрининговые программы включают маммографию для женщин после 40 лет, ПСА-тест для мужчин после 45 лет, колоноскопию для выявления рака толстой кишки, а также цитологические исследования для ранней диагностики рака шейки матки. Для курящих и лиц из групп риска рекомендована низкодозная компьютерная томография легких. Факторы риска развития рака включают курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, наследственность, а также некоторые вирусные инфекции, например, вирус папилломы человека и гепатиты. Профилактика онкологических заболеваний складывается из отказа от вредных привычек, регулярной физической активности, сбалансированного питания с достаточным количеством овощей и фруктов, защиты кожи от ультрафиолета и своевременного лечения предраковых состояний. Регулярное прохождение скрининговых обследований позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Не откладывайте визит к врачу. Ваше здоровье в ваших руках. Доброе утро, коллеги и зрители! Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Более 5000 жителей Якутии получили социальную помощь на дому в первом полугодии. Социальные работники помогают тысячам пожилых жителей Якутии сохранить привычный образ жизни благодаря системе социального обслуживания на дому. В первом полугодии 2026 года такую поддержку получили 5287 человек, в том числе 2518 граждан с инвалидностью. Среди получателей помощи 6 жителей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 289 тружеников тыла Великой Отечественной войны. Социальные работники помогают с приготовлением пищи, уборкой, приобретением продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг и решением других бытовых вопросов. Прием заявлений на получение ежегодной семейной налоговой выплаты за 2025 год продолжается в Якутии. Подать документы можно до 1 октября текущего года. Право на выплату имеют родители, воспитывающие 2 и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается по очной форме. Для получения выплаты необходимо соблюдение ряда условий. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, родитель должен иметь доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц. Имущество семьи должно соответствовать установленным требованиям, а задолженность по алиментам отсутствовать.
Служба эксплуатации городского хозяйства города Нюрба на данный момент проводит чистку центральной улицы имени Степана Васильева. Используются 3 единицы специальной техники и 5 рабочих. Также в конце этого месяца запланированы ямочные работы. Напомним, что всего в городе действует 113 улиц и перекрестков с протяженностью 63 километра. Из них 20 километров дорог имеют асфальтирование, которое ежегодно требует содержания. В Якутии открылась спортивно-патриотическая смена движения первых «Энергетика лета», организованная в рамках проекта «Выбор сильных». Ее участниками стали 120 лучших юных борцов из 12 районов республики. В открытии приняли участие легенда спорта Петр Юмшанов и руководство регионального отделения движения первых. Смена направлена на подготовку лидеров юношеской сборной и укрепление патриотического духа будущих чемпионов. Мы, конечно же, рады, что этот проект идет у нас очень хорошо, потому что поддерживается выбор сильных, программа «Выбор сильных», да, где у нас руководителем является Александр Карелин и руководителем у нас в республике является Петр Юмшанов. Поэтому благодаря этим людям у нас сегодня вот ребята собрались. В Якутске открылась уникальная выставка фоторабот российской медиахудожницы Веры Линник, созданная совместно со школьниками со всей республики. Экспозиция стала итогом арт-лаборатории «Свет Якутии», которую художница провела для воспитанников лагеря «Сосновый Бор». В своих работах участники объединили современное светоискусство, художественную фотографию и мотивы якутской культуры, запечатлев яркие и самобытные образы. Познакомиться с экспозицией жители и гости Якутска смогут в Национальном художественном музее в течение месяца. Якутия вообще это очень интересное место с точки зрения света. Я мечтала сюда попасть, потому что здесь у вас есть и северное сияние, и световые столбы, и гало, и мерцание льда. И это все очень интересный контекст. И когда создавались эти работы, дети рассказывали мне световые ассоциации, которые они видят с самого детства. И, конечно, благодаря их чувствованию этих световых образов у нас получились такие абсолютно не похожие ни на что работы. Такими были актуальные новости к этому часу. Встретимся в эфире. Дорогие друзья, мы надеялись, что эфир удался. Мы поделились с вами множеством полезной информации, вдохновением и, конечно, хорошим настроением. Но прямо сейчас напоминаю, что у нас в Якутске по погоде. Итак, в 6 утра температура была 8 градусов, атмосферное давление 744 мм ртутного столба, ветер 2 метра в секунду юго-западный, ну а температура днем плюс 15, плюс 17, имейте в виду. Поэтому одевайтесь чуть потеплее, лето заканчивается, но хорошее настроение всегда остается с вами. До завтра. Всем хорошего дня, удачной работы. Увидимся!